Здравствуйте, это «7 дней плюс» со Светланой Кадыровой. Сегодня у нас очень интересная тема, о которой, наверное, еще лет 5-10 назад, может быть, не так серьезно задумывались. Цифровые технологии окончательно поселились в наших музеях, библиотеках, концертных залах, так расширяется их аудитория. Сделать культурное наследие технологичным и по-настоящему доступным для всех. Об этом еще, будучи министром культуры, говорил Владимир Мединский. Любой житель нашей страны, вне зависимости от места проживания, должен получить доступ к лучшим образцам академического искусства и сможет, например, посмотреть в прямом эфире концерт Дениса Мацуева из зала имени Чайковского Московской филармонии. Вот что такое цифровизация историко-культурного наследия, для чего нужна и насколько сегодня татарстанское наследие облечено в цифру. Об этом говорим с нашей гостьей Дина Гатина Шафикова, научный сотрудник отдела этнологических исследований Института истории Академии наук Республики Татарстан. Рады вас видеть. Добрый вечер. Итак, взаимно. цифра в музеях, цифра в наследии. Все, мы понимаем, что этот термин прочно вошел, наверное, в наше и наследие, и в нашу жизнь. Но, в принципе, страны Евросоюза начали заниматься оцифровкой музейных, библиотечных и архивных дел где-то 2011 года. 11 государств начали активно это все оцифровывать, стараться. И поводом послужил в том числе пожар, вспыхнувший в Нотр-Дам де Пари. Он лишился шпиля, части первозданных деревянных покрытий тогда. И вот реставрировали по документации 19 века. Вот, на мой взгляд, очень такой весомый аргумент, да, в пользу цифровизации как материального, так и нематериального наследия. Вот какие бы еще аргументы, почему наследие должно быть в цифре, и это очень важно, у вас еще есть? Светлана, замечательное начало. Вы очень хорошо начали именно с сохранения. То есть, безусловно, без этого никуда. Но для меня, прежде всего, конечно, сохранение на первом месте и на втором месте – это доступность. Доступность во всех возможных смыслах. Сейчас очень назревшая для всех нас проблема, что, да, безусловно, книг выпускается очень много. Выпускается очень много научно-популярной литературы, различных альбомов. Но, во-первых, чаще всего они бывают очень дорогие, потому что нужно качественное изображение, качественная бумага. Либо доходит до того, что эти издания невозможно продавать. То есть выигрывают какие-то гранты, на этот грант ты выпустил определенный тираж, и более ты не можешь издавать. И все. Недавно произошла такая ситуация, когда к нам обратилась коллега из Альметьевска. Она говорит: я приехала к вам в Казань, посетила вашу замечательную выставку по народам Казанского Поволжья. Хотела купить альбом. Его нет в продаже, его не достанешь. И с другой стороны, то есть я понимаю, что я ей ничем помочь не могу. То есть я понимаю, что в данной ситуации необходимо, что этот альбом был не только в бумажном носителе, но и в цифровом, чтобы его могли в разных уголках страны увидеть все, кто захочет. И третье, наверное, вытекающее из всего этого, это новые технологии, искусственный интеллект. То есть когда у нас накопится какое-то знание, полученное через электронные носители, дальше мы можем уже эти знания обрабатывать, то есть создавать через новые технологии в последующем даже реконструкции. И для нас это будет новшество. Потому что, например, в Новосибирске был такой опыт, когда создали цифровую коллекцию, цифровых двойников, так называемых. То есть 3D-копии существующих экспонатов в музеях. То есть было начало положено. Но при этом мы еще таким опытом не обладаем. Соответственно, есть над чем работать. Станет ли цифра реальным конкурентом для тех же музеев, библиотек, театров? Насколько музеи в этой ситуации сохранят некую свою эксклюзивность и посетителей? То есть, вот как думаете, вообще этот процесс будет очень сложный в работе с Это сотрудниками? Замечательный вопрос. Почему? Потому что я понимаю, что музеи, архивы, библиотеки очень боятся потерять право первого. Получить цифровых двойников, да? Да. И вроде бы кажется, что все, вот у меня будет возможность прочитать книгу онлайн, а я сейчас читаю в разных библиотеках во всем мире книги онлайн, но при этом я понимаю, что есть, во-первых, ряд эстетов, которые должны прийти и увидеть воочию. Во-вторых, какая бы ни была бы цифра хорошая, если мы говорим, например, о материальном наследии, то есть для специалисток поход в музей не отменяется ни в коем случае. Это может быть помощником для нас и для людей, которые не имеют доступ, но при этом всегда остается оригинал, который ничем не заменишь. В общем, бояться не стоит. Не стоит. Нужно идти рука об руку и помогать друг другу. При этом мы часто встречаем, в том числе в различных... мы встречаемся с вами в различных программах ТТМВ. Вы ярый сторонник, вы не первый раз говорите, открытость музеев, открытость библиотек, культурных учреждений. Вот насколько, в принципе, это понятно, скорее, как вы, как научный сотрудник, насколько для вас сегодня открыто, очень много открытой информации в открытом доступе в интернете. Или очень часто сталкиваюсь с тем, что сегодня очень мало оцифровано того,
И это мешает, в принципе, научным открытиям, Я вам достижениям, могу развитию. сказать, что в целом на данный момент ситуация намного лучше, чем, например, у моих предшественников. То есть, например, когда мы общаемся с моей коллегой, с моим учителем, можно сказать, Славой Владимировной Сусловой, и когда я только начинала свою тему изучения визуальных источников, она тогда, помню, говорила: ой, Дина, ты не можешь читать книги 16 столетия. Я говорю: Слава Владимировна, говорю, не поверите, но я читаю в библиотеках. Да. Она говорит: ну как так? То есть я никогда не имела к этому доступа, и я понимаю, что сейчас у меня намного больше возможностей. Но меня останавливает то, что, например, визуальный ряд специально, целенаправленно понижается качество этого изображения. Другая ситуация. Вроде бы есть изображение в Государственном каталоге Российской Федерации. Я его нашла, хочу его изучать. И я уже 6 месяцев договариваюсь с музеем в Москве, чтобы получить хорошую оригинальную копию. Я готова за эту копию оплатить. Я уже оплатила. Но при этом мы по старинке друг другу отправляем письма по почте. И, соответственно, уже больше полугода я не могу получить то изображение, над которым я работаю. То есть, если семейная лодка разбивается об быт, то тут цифровая лодка да. о почту, да? К сожалению, да. То есть я нашла новый источник, интересный источник, с которым можно работать, но при этом я не могу его получить, потому что появляется каких-то ряд препонов, вроде бы жизненных вполне, но они мешают работе. И вот по поводу, вы уже тоже подчеркнули, один из аргументов – это вот доступность для всех. Да? Насколько сегодня вообще, в принципе, общество готово потреблять? Вот, понятно, что вы, как научный сотрудник, вы еще гонитесь за потрясающим качеством. То есть сегодня, в принципе, людям, я думаю, даже нет интереса в качественном ты формате отсматриваешь спектакль любимого театра или нет. Но вот насколько эта доступность, в принципе, насколько это востребовано сегодня? Может быть, только научным сотрудникам и надо, и это лишь ваша битва, возможно, там, с музеями или коллекционерами? Слава, признаюсь, что не вопрос, то золото. Почему? С одной стороны, мне кажется, что действительно вокруг меня всем все нужно. Но это мой круг, мое общение, и действительно всегда возникает вопрос, а нужно ли это вот большинству? Могу сказать, что всегда будет обыватель, которому вроде бы не нужно. Но этот обыватель является потребителем готового продукта. И он хочет получать качественный продукт. А чтобы его получить, у мастеров должна быть возможность получить ту информацию, чтобы потом они выдавали настолько интересную, индивидуальную, неповторимую работу, которая была характерна для народной традиционной культуры. Действительно, доступность, мне сейчас, я уже даже больше о молодом поколении, да, таком, которому проще потреблять, конечно, эту информацию так, и через информацию в открытом доступе уже потом прийти и прикоснуться, да, прийти и увидеть. Наверное, это какая-то условная популяризация даже в этой ситуации культуры и традиций. Но сегодня, на самом деле, если посмотреть, оцифровка идет. Мы можем действительно одним нажатием кликом открыть для себя сокровищницу, ту или иную, понять, какие песни пели, какие костюмы надевали, но при этом вот каким образом в Татарстане, вот что в процентах мы можем как-то посчитать, что оцифровано, что нет, либо тут еще мы только вообще в принципе приступаем к неким процессам, то есть вот еще на пороге только цифры, не в цифре еще. Вы знаете, что я хочу сказать? Во-первых, хочу похвастаться Татарстаном. В целом, мне кажется, на данный момент цифровизация вообще в нашей в обыденной жизни в Татарстане намного лучше, чем в других регионах. Но на данный момент это идет этап накопления. И, к сожалению, очень часто, так как это дополнительная работа, например, я говорю вот по своим непосредственно интересам, для музейных сотрудников, они делают некачественные изображения. То есть у них нет аппаратуры, нет сотрудников, нет времени элементарно, и поэтому это, можно сказать, работа для галочки. Я работаю очень часто с государственным каталогом, и я вижу, какого качества фотографии представлены в каком-нибудь небольшом сельском музее. И я их не обвиняю. Для меня уже большой плюс, что я могу знать, что там находится такой-то предмет, и я могу туда приехать. Но, например, для айтишника, который скажет, я готов с вами работать, я готов создавать те самые 3D-модели, он увидит это изображение, где буквально все идет точками. Не с чем работать. Для него это уже несуществующий формат. Для меня на данный момент самое важное становится то, что мы можем стать тем прецедентом, в плане того, что один народ, мы примерно знаем, в каких музеях хранятся коллекции, и сделать качественно, вот на все 100% оцифровку всех музейных коллекций, потому что сколько бы мы ни издавали каталогов, но мы не можем в одном каталоге показать там 2000 колфаков. Это и не нужно. А вот для искусственного интеллекта эти 2000 колфаков станут непосредственно базой для работы. То есть мы можем даже потом со временем вот на этом масштабе, на этом оцифрованном материале даже создавать реконструкции, то есть уходить в прошлое благодаря научному знанию и благодаря новым технологиям буквально окунемся в прошлое.
Но сейчас, например, если это дело доверить исключительно там всеобщую, объявляем всеобщую цифровизацию в музее. Да? Что мы получим опять? Низкое качество изображения, скорее всего. Это будет дополнительная нагрузка для музейных сотрудников. Да. Кто и чем... Кто вообще этим должен заниматься? В принципе, вот, если на ваш взгляд, для этого нужно определенное отдельное ведомство, либо к Минцифра выделяет какие-то условные дополнительные отделы, какой-то десант отправляющийся. Что? Кто этим должен заниматься? Потому что, я говорю, на самом деле, все это в библиотеках и музеях мы превращаем это лишь в общественную нагрузку и никоим образом не большой, широкомасштабный и дорогостоящий проект, хотя он дорогостоящий. Если мы делаем, действительно, если мы отнесемся серьезно к цифре, оцифровке историко-культурного наследия. Вообще необходимо понимать, что да, безусловно, всегда все упирается в средства. Почему я так заинтересовалась цифровизацией? Все началось с того, что, я надеюсь, мы в ближайшем будущем будем работать над альбомами по татарским коллекциям в музеях Российской Федерации. И когда я начала работать с материалами, которые находятся в них, я настолько восхитилась тем масштабом нашего наследия, о котором мы даже и не знали. И это благодаря тому, что цифра началась. То есть вот тот сам сайт Государственный каталог Российской Федерации, он уже выложил определенный объем. С другой стороны, я понимаю, что тут никакое отдельное сообщество не может, тут должно быть все вкупе. То есть это, безусловно, научное сообщество, которое обладает знаниями, и, безусловно, айтишники. То есть тут без господдержки никак не будет возможна эта работа. Какое-то создавать отдельное ведомство, но я думаю, у нас Минцифра же есть уже. То есть я понимаю, что тут необходимо работать вместе, сообщая, и уже какой-то получать готовый продукт. Потому что отдельно айтишники сотворить, нет. Конечно, нет. Они исполнители в данной ситуации. То есть им нужно с чем работать, а мы должны их направлять. Есть еще такой формат, скажем так, частной оцифровки, да, когда не специалисты, но пытаются внести, наверное, свой посильный вклад, либо как-то заработать, либо создать некие сайты, и производят, в общем-то, понятно, что функция-то вроде бы у них замечательная, они хотят тоже оцифровать, они хотят некий просветительский, наверное, просветительские сайты в большей степени этим занимаются, но это мы сейчас говорим, что очень много информации фейковой, недостоверной и так далее, и вот насколько, в принципе, частные специалисты, и насколько этой информации, этой цифре можно доверять, этому наследию в цифре. Вообще, это очень большая проблема, которую сейчас подняли. И я знаю, что многие молодые ребята обращаются к Пинтересту. Один из наиболее популярных сайтов, где в очень большом количестве разнообразный визуальный материал. Одно но. Этот материал выкладывается полностью, чаще всего без какого-то либо описания. И да, безусловно, становится уже информационным мусором. Многие переживают, что при огромнейшем объеме информации, которая нам доступна онлайн, очень многое оно является недостоверным. И тут уже без научного сообщества, без ученых, которые будут это как-то дисциплинировать, собирать и обобщать, не обойдешься никак. Но и этот мусор, он тоже никуда не денется. То есть мы должны уметь его фильтровать. То есть это тоже одна из очень больших проблем, уметь фильтровать тот накопившийся уже материал в интернете. Нельзя же говорить, все, что было выложено в интернете, оно никуда не девается, оно остается там. И опять снова возвращаемся к тому, что наши исследователи, ученые должны максимально выкладывать материал, научную литературу, статьи в открытый доступ, чтобы у потребителя, обывателя была возможность изучать это и уже потом видеть, где качественно, а где некачественно. По каким-то есть какие-то условные там параметры, где все-таки лучше читать, узнавать, постигать, вот именно с точки зрения, наверное, не только как научного сотрудника, но как человек, которому близка достоверность. Все-таки нужна достоверность больше. Есть какие-то специальные сайты уже, где можно посмотреть более-менее такое оцифрованное, ну, хотя бы в какое-то третье наследие? Ну, во-первых, необходимо читать статьи. Они у нас есть в большом доступе. Это электронные библиотеки. Это Киберлининка и Library. И я знаю, что многие ребята всегда обращаются. А во-вторых, у нас есть официальные сайты, где выставляются музейные экспонаты. Это, как я вот очередной раз повторюсь, это Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации. Он открытый для всех жителей нашей страны. Там практически все, я думаю, там уже, наверное, все музеи представлены. То есть от самого маленького музея, государственного, до крупнейших, где выкладываются полностью все коллекции. Но, опять но. Там работают обычные люди. Например, вот недавно я смотрела коллекции Хасите, и в Государственном историческом музее Хасите подписано как ожерелье. И я понимаю, что они с этим не знакомы, но я эту информацию собираю, и я уже потом могу рассказать о ней, что да, в таких-то музеях есть неправильно описанные предметы, и их необходимо исправить. Плюс большой том, что Государственный каталог, что ты можешь обратиться официально к музею и сказать, что у вас там такая-то ошибка допущена. То есть это опять-таки работа.
То есть такой ревизор, вы цифровой, да? Не могу сказать, что только я. Я могу сказать, что очень многие интересующиеся сами находят и потом показывают. И это не только научное сообщество, а просто ребята, которые интересуются традиционной культурой. Я понимаю, что вам, как научному сотруднику, конечно, вот оцифрованное наследие, понятно, что востребовано. То есть у вас вот вы определили аргумент, говорили уже об аргументах, да, понятно, что ваши цели и задачи. А вот насколько, вы уже говорили, Зальметьевская мастерица к вам обратился? Это даже официальный музей, то есть сотрудник музея. Сотрудник музея обратилась с тем, что, в принципе, оцифрованное наследие просто важно, нужно, потому что приобрести уже просто издание, да, в печатном виде становится невозможно. Понятно, скорее всего, это какие-то сувенирные, да, издания, не для широкой пу. То есть понятно, что там не будут печатать 300 тысяч экземпляров. Понятно, что это где-то 300. И чаще всего научную литературу будут самым минимальным тиражом опубликовывать. И, скорее всего, сувенирные каталоги, альбомы, да. Насколько сегодня мастерам и ремесленникам действительно высок запрос на оцифрованное культурное наследие? Я могу сказать, что он просто колоссально высок. Недавно в открытом доступе выложили альбомы, каталоги из Елабужского музея, где были представлены акварели, обычно акварели профессионального художника XIX века Карла Федоровича Куна. Я не знаю, официально или неофициально, но это был просто взрыв среди ремесленников. Они быстрее это друг другу пересылали, сохраняли, потому что для них это важно. Эти каталоги, альбомы не купишь. То есть они, да, может, каким-то небольшим тиражом представлены в Елабуге, чаще всего дарят на каких-то мероприятиях официальных, но при этом приехать в магазин и купить невозможно. И, соответственно, все вот очень обрадовались, что есть возможность в электронном варианте прикоснуться к традиционной культуре, которая была отображена в XIX столетии. И причем, сейчас извиняюсь, там есть материалы, которые сохранены на бумаге, но не сохранились в музейных коллекциях. А в чем интерес ремесленников и мастеров? Вот для чего? Почему такое? Достоверности информации. Ее очень тяжело найти. В музее, к сожалению, к моему большому сожалению, очень тяжело попасть. То есть даже мне, как научному сотруднику, когда мне нужно было попасть в Национальный музей, в фонд Национального музея, мне пришлось переписываться почти 2 месяца с главным хранителем на тот момент, еще работавшим в Национальном музее, и потом еще недели 1,5-2 договариваться с хранителем просто этой коллекции, чтобы попасть в музей. И я понимаю, что для просто интересующихся такие проблемы не нужны. То есть я писала непосредственно статью, я понимала, что мне этот материал нужен, это моя работа. А просто там молодой юноша или девушка, который увлекся традиционной культурой... Не проявит такой настойчивости. Нет. Он даже напишет одно письмо, его могут проигнорировать, или ему ответят, что вот нужно подготовить материал, обосновать, зачем вам это надо. Ну, напишет одно, второе письмо, а потом 3 недели подождет, а на 4-м скажет, а зачем мне это надо? Когда в интернете есть какой-нибудь интересный, а может и неинтересный, новый какой-то колфак, и я буду работать именно по этим референсам. Понятен сейчас тренд на национальную культуру, на моду национальную. Мода, безусловно. И была одна из мастериц у нас, Надежда Шейх-Исламова из Мили Хасите, и они как раз производят... Копии, да, реплики подлинников из музеев и так далее. Я представляю, какой объем, в принципе, мастера, ремесленники должны пройти, чтобы докопаться до достоверности. А ведь у них вся их задача, это как раз достоверность, это подлинность. Да? Пусть в 3D-моделях, пусть в репликах всевозможных. В принципе, какой путь должен проделать мастер, ну, например, обычный. Вот я сегодня решила заняться производством хасите, да? Где... какой путь я должна пройти, чтобы получить, в принципе, не то чтобы произвести, а вообще, да, получить информацию о том, как это выглядело, в каких годах это производилось, по образу и подобию чему я создаю вообще этот продукт. Сколько по времени может занять вот просто процесс получения информации? Знаете, Светлана, я могу сказать, что ребята, те, кто увлекается этим, они никогда не заканчивают процесс получения информации. Они все время обмениваются опытом, у них есть отдельные группы. Они вместе собираются, ходят в музеи, даже просто. И я была свидетелем, как одна женщина приехала в Казань, и ей ребята из группы их общего сообщества, из Челябинска, из Пермской области говорили, пожалуйста, сфотографируй нам вот со стороны, с правой стороны от витрины, чтобы мы могли понять, какой же крой. То есть для них это настолько важно, что они вот готовы с разных сторон витрины прыгать, чтобы сделать качественную фотографию и понять, как это сделано. А с другой стороны, понятно, что все они работают с научной литературой.
То есть сейчас мне очень нравится, я очень радуюсь, что начали изучать и научные труды. То есть не только смотрят то, что находится в музее. Можно долго смотреть на картинку, но когда ты не знаешь, о чем эта картинка, тебе становится этот предмет непонятен. То есть, например, когда мы говорим о Якашилбаре, что это такое? Вот сегодня я только утром ходила к дочери в школу, и я деткам рассказываю, для них это, это новая информация, они говорят, что Якашилбаре, что Хасите, что Щулпы, что Алкалар. То есть для них это одно и то же. Соответственно, это происходит накопление опыта какого-то и получение новых знаний. Поэтому говорить, что вот там условно 2 года и все, и они уже профессионалы. Нет, это получение информации всю жизнь. Но получение информации одно, при этом все равно мы же понимаем, что это бизнес какой-то, да, то есть и это все нужно выстроить достаточно быстро. Если ты строишь бизнес на подлинности, некой там, да, пусть даже на репликах, то ты должен доказать эту условно подлинность, обладать определенными знаниями, провести свою научную работу и так далее. Просто мы хотим популяризировать вроде бы национальную моду, но при этом мы должны как-то облегчить участь тех, кто, в принципе, вливается в этот бизнес, например, для того, чтобы то же самое оцифрованное наследие получить и быстрее приступить к делу. И я понимаю, что не все мастера и ремесленники, мастерицы и ремесленники готовы выдержать этот путь. Нет, конечно. Это же путь к знаниям, безусловно, по-настоящему. Как думаете, если вот, в принципе, мы придем к тому, что, максимально к оцифрованному наследию, насколько это может изменить рынок продвигаторов и популяризаторов? Все время люблю приводить пример, мне кажется, я уже об этом говорила и писала. Лет 5-6 назад кто-то оцифровал книгу Фуада Хасановича Валеева по декоративно-прикладному искусству татар. И после этого могу сказать, что не то, что на 100%, на 200% изменилось. Тогда появились чулпы, появились хасите, появились йокашилбары. То есть люди узнали об этом, поняли, что такое ткачество, какая была вышивка. То есть одна книга, насколько изменила полностью и потребителя, и исполнителя. А если мы к этой книге, там, в принципе, в основном уже изображения нарисованы, отфотографированы, покажем еще те же самые 3D-модели. Или представляете, рубаха. То есть не только мы покажем так ее внешне, но и какая у нее изнанка. То есть представляете, что такое каждый мастерица, какой шов был, как его загибали, какой крой определенный. Потому что чаще всего они основываются на манекенах, на которых одеты эти рубахи, и они не совсем представляют, какой же был полностью крой. А если мы это сможем сделать уже в наиболее удобном формате для них, со всеми нюансами, деталями, то тогда тут я понимаю, что это уже на все 300% будет уже качественный продукт. Но при этом мы все-таки, сейчас возвращаясь к печатным изданиям, в прошлом году в Татарстане в рамках этнографического проекта были изданы 5 книг, связанных с историей русского костюма. Была и масштабная презентация, действительно потрясающие были издания. Понятно, что очень ценные книги, которых ждут те же самые мастера и мастерицы. Но мне кажется, этот формат либо устаревает, либо все-таки должен существовать и этот формат, и цифровой. Либо, если мы создадим цифровой, мы просто будем вынуждены отказаться от печатных изданий. Насколько, как на чаше весов все это балансирует? Как-то у меня был разговор с Султаном Салиевым по этому поводу, как раз, по-моему, после какой-то презентации, он говорит, а мне нужно потрогать. То есть для меня нужна книга, которая будет лежать у меня на столе. И я готов ее купить за любые деньги, потому что он профессионал своему делу, и для него это важно. Я подумала тогда, действительно, замечательно, хорошая мысль. Но при этом есть ребята, которые живут за пределами Республики Татарстан, и даже одна пересылка для них этих самых книг, а мы понимаем, да, что чем тяжелее книга, тем дороже ее пересылка, уже становятся неподъемными. И если у них будет электронный формат, то для них это уже счастье. Потому что я знаю молодых людей, которые некачественные фотографии улучшают целенаправленно в интернете, чтобы понять, какая вышивка, например, на ауяк-шалгавы. То есть как раз то, что у нас выпускались поверх сапогов. Или какая вышивка у нарукавников. Потому что им это важно. Они хотят повторить качественно. Но при этом у них нет возможности попасть в национальный музей. Либо в другой музей, где это хранится. А если бы у них был оригинал качественный, оригинал именно цифрового двойника, то бы они бы уже могли бы это сделать, намного упростив себе жизнь. И, в принципе, такие подарочные сувенирные издания, у них есть один большой минус, они издаются в минимальном количестве. Вы не помните тираж этой книги, каталога по русским костюмам? Вы знаете, насколько я помню, там, по-моему, не более 500 или 1500. На самом деле, это действительно самый минимальный тираж идет. И представляете, что это сначала дарят на презентации, потом дарят специалистам, которые непосредственно дали запрос. И получается, что это буквально пару месяцев расходится. А все остальные, которые потом узнали об этом, они говорят, а можно мы купим? А уже нельзя, потому что его нет в продаже. А условно, сколько надо?
Вот примерно даже сегодня по запросам там мастерицы ремесленников, какой тираж должен быть в среднем, чтобы более-менее покрыть хотя бы какой-то интерес, пусть маленькой небольшой коллекции? Какой провокационный вопрос. Мне так хочется сказать, а надо 10 тысяч сказать, а вдруг мало, а может 5? Не менее 5, наверное, точно, да? То есть, Я считаю, да. Но тут другая возникает проблема. А кто это будет рассылать? это другая история. Да, действительно. При этом мы же понимаем, что неоцифрованное культурное наследие, буквально коротко в конце, тормозит развитие искусственного интеллекта на татарском. Я согласна? Да, Вы да, согласны? безусловно. Когда недавно мы встретились с Райнуром Хасановым как раз-таки, Он пообещал нам искусственный интеллект. Да, но у него немножко другой интерес, у него тексты. А я понимаю, что он уже начал работать с текстами, а если он работает с текстами, то мы точно так же можем работать с материальным наследием. Светлое цифровое будущее истории культурного наследия Татарстана. Какое оно? Когда мы оцифруем все коллекции, где представлены татары. Вы верите в это? Да. Вместе с вами я верю в это светлое будущее. Спасибо за беседу. Очень такая сложная тема и проблема. Согласна. Очень хорошо, что она вовремя понята. Спасибо за то, что приняли участие. Спасибо. Всего доброго. До свидания.